С минуты молчания начался съезд Союза женщин республики. Такое мероприятие в Коми проходит раз в 2 года. Результат работы последних 2 лет – 28 проектов, 16 акций и 18 различных конкурсов и фестивалей. Однако работы в социальной сфере у активисток еще немало. В этом убедилась Ольга Ануфриева. События в Воркуте заставили изменить формат встречи и отказаться от торжественной части. Начался съезд с минуты молчания. В Союзе женщин есть те, кто эту трагедию пережил лично. Есть у нас такие женщины, да, вдовы погибших шахтеров, так скажем, да, которые вот сами пережили вот такую трагедию. И, конечно, я думаю, что спустя какое-то время их вот тот опыт, который, да, в этой ситуации у них был, пусть он трагический, но все-таки люди научились с этим жить, конечно, это будет очень ценно и для тех, кто сегодня в такой ситуации оказался. Спикер парламента Надежда Дорофеева призвала женщин активнее обсуждать законотворческие инициативы. Спикер напомнила, Союз женщин может участвовать в экспертизе социально значимых проектов. Совместные с общественницами рейды депутатский корпус уже практиковал. Государственный совет Республики Коми открыт для диалога, открыт для обсуждения и в том числе обсуждения ваших предложений. Мы готовы включить вас в составы тематических рабочих групп и приглашать на свои мероприятия. Но для этого мы, конечно же, ждем вашей инициативы и заинтересованности. Идеи, которые уже на полпути к реализации – учреждение Дня отца и создание семейного совета. Обе, кстати, уже поддержал губернатор Сергей Гапликов. Посвятить отдельную дату отцам столичная общественная организация хотела еще 8 лет назад. Активистки уверены, праздник поспособствует в решении проблем отцовства. Семейный совет тоже обсуждался давно. Приглашать семьи в политику планируют для обсуждения социальных вопросов. Деятельность, связанная с поддержкой семьи, детства, она прежде всего будет завязана на органы исполнительной власти, социальной сферы прежде всего. И поэтому, конечно, логично, чтобы этот совет был при правительстве Республики Коми. С учетом инициативы региональной организации в Коми введена форма финансовой поддержки при рождении 3-го и последующих детей. Это активисты считают одним из важнейших достижений. В регионе значительно улучшилась демографическая ситуация. Но помогать нужно уже с рождением первенца. Женская общественность исключительно поддерживает инициативу президента продлить материнский капитал. И сегодня на слайдах было показано, какой значительный рост демографический, в том числе в Республике Коми. Но сегодня, оказывается, серьезной ямой является рождение первенца в молодых семьях. И сегодня совместно с правительством мы прорабатываем инициативу о том, какую меру следует предпринять для того, чтобы у нас рождались первенцы как можно больше. Завершился съезд выбором нового лидера. Женское движение региона возглавила управляющая республиканским отделением пенсионного фонда Ольга Колесник. За ее назначение новый состав правления общественной организации проголосовал единогласно. Она пообещала в ближайшее время подготовить программный документ, а также обещала активно работать с территориальными отделениями на местах. Ольга Ануфриева, Таисия Шляхтина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.